цитаты. Также сообщается, что в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга подразделения республиканских силовых ведомств и правоохранительных органов переведены на усиленный вариант несения службы. О безопасности в Казанской подземке мы говорили в программе «Актуальный разговор». Наши сотрудники Метроэлектротранса и сотрудники полиции прилагают большие усилия, чтобы у нас был метрополитен самым безопасным, я могу сказать, уверенностью в СНГ. Различие в том, что у нас все оборудование, все системы безопасности работают. Все металлоискатели, все конвейеры по проверке личных вещей, все детекторы, видеокамеры, все это у нас работает. Поэтому я думаю, что в отличие в том, что мы единственные в России, которые и в России, и в СНГ, в котором работает система безопасности в полном стопроцентном. Не показушный, то есть именно действует все. Да, все действует, потому что круглые сутки у нас работают, дежурят и наши сотрудники, и сотрудники полиции в вестибюлях, и охраняют наш метрополитен. У нас около турникетов стоят сотрудники полиции, которые, если им не нравится предмет, который несет человек, пассажир, пакет, рюкзак, сумка, чемодан, ящик, все что угодно, их всех практически отправляют через интероскоп, который проверяет на наличие взрывчатых или других веществ. Там на интероскопе все видно, если что-то металлическое есть, и там сразу загорается, и все это видно, и наши люди обучены, прошли они аттестацию, и поэтому выявляют даже игрушечные гранаты, пистолеты, все это мы выявляем, и поэтому, наверное, мы и безопасны. У нас на перроне и находятся и полицейские, и на перроне находятся и дежурные по станции. Каждый пассажир может подойти, и на перроне у нас есть интерактивные вызыватели, куда можно подойти, нажать на кнопку и вызвать, и сообщить о неисправности. Опасность какой-то возможно.